Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. И это я, Карина, таролог и практик. Сегодня мы продолжаем нашу адвент-традицию Таро и переходим к следующему раскладу. Идем немного не по графику, но самое главное их продолжать, да? Открываем наш следующий расклад. Давайте посмотрим, какой сюрприз у нас тут, какая тема расклада, потому что каждый раз это сюрприз, каждый раз, вот правда, по-настоящему. Хорошо. Итак, что у вас есть в наследство, то есть что вам досталось в наследство, да, от ваших, ну, так, родственников, от вашего рода. Итак, первая, значит, карта, что положительного вы унаследовали от своих предков женского рода, да? Что отрицательного, второй вопрос. Третий, что положительного вы унаследовали от своих предков мужского пола, мужского рода. И четвертый вопрос, что отрицательного, какой минус. Также пятый вопрос, этот талант вы унаследовали от матери. Шестой вопрос, этот талант от отца. И седьмой, ваши предки хотели бы дать вам этот совет до конца вашей жизни. То есть мало того, что тут у нас послание рода в этом раскладе, так еще и обсуждаем именно наследие рода. Я так испугалась. Мне показалось, что свечка подожгла книгу. Извиняюсь. Видишь, рука дернулась. Вот, значит, вот такая схема. Смотрите, вот тут первая, вторая. Главное, первая сюда, вторая сюда карта. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Ну, типа как, не знаю, как какая-то пирамидка. Давайте посмотрим, попробуем такое сделать расклад. Это очень интересный расклад, я считаю, да, наследие вашего рода. И наказ вашего рода, получается, да, что бы они хотели вам сказать. Причем, главное, так интересно, какой бы они хотели вам совет дать до конца вашей жизни. Вот, совет до конца вашей жизни. Это вообще... Так, хорошо. Какую мы возьмем с вами колоду сегодня? Это у нас такая колода Таро отражений. На упаковке не смотрите от моих карт. Их таможенники разорвали. Чего они только с ними не делали. И резали ножом, и рвали, и вот так вот прям на куски раздирали. В посылки вскрывали и это, раздирали все упаковки. Поэтому не смотрите на упаковки моих карт больше. Все испорчено. Ну, я постараюсь их отреставрировать, восстановить. Вообще Таро отражение — это такая колода, достойная внимания, я считаю. Тут вот такие интересные, видите, карты. Вообще, вот каждая колода моя, да, она такая какая-то с историей особенная. Ну и эта колода тоже. Видите, такие интересные карты. Таро отражений называется. Какой дьявол страшный, да. А вот умеренность. Видите, ангел и дьявол у нас легли здесь в колоде вместе. Ну хорошо, давайте перемешаем наши карты. У нас с вами будет 3 позиции. Первая карта показывает, что положительного вы унаследовали по линии матери. Так, у нас будет, и главное, и что положительного, ну, как качество, да, какие-то способности, и также именно таланты, какие таланты. То есть все наследие вашего рода будем просматривать. Положительного это могут быть черты характера, также способности какие-то, таланты тоже, да, вот. Могут связаны быть даже с магическими способностями. Посмотрим сейчас, как оно будет. Итак, первая карта, что положительного вы унаследовали по линии матери. Вот по ней вы будете ориентироваться, правильно ли выбрали позицию. Я все равно знаю, что вы чувствуете, что вы положительного унаследовали по линии матери. Все равно резонирует или не резонирует, да. То есть вообще можно все 3 позиции смотреть, и вы увидите, что больше резонирует, что меньше резонирует. Это же понятно. Хорошо. У нас сегодня восковые фигурки, потому что, ну, скоро, вообще, сегодня ночью прям Рождество. Там завтра все будут уже говорить, что все, наступило католическое Рождество, а 7-го будет наше, да, христиан, ну, православных христиан. Ну, кого как, я 2 праздную, мне нормально. Итак, первая позиция Дед Мороз.
Вторая позиция снеговик. Третья позиция ангел. Ай, ты ангел, ты не влазишь. Ну, давай чуть-чуть подвинем сейчас. Вот здесь вот так сделаем. Пряничный человек. Вот. Первая, вторая, третья позиция. Ну, те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Я вообще считаю, расклад наследия рода – это очень хороший расклад. И раз такой попался, ну, еще есть такой схема интересная, да, я считаю, что вообще дорогого стоит. Итак, давайте убираем, значит, наши последние две позиции в сторону. И начинаем с самой первой, с нашего Дедушки Мороза. Итак, что положительного вы унаследовали по линии матери? Четверка пентаклей. Ну, вообще, четверка пентаклей, тут у нас, видите, крест висит. То есть тут надо учитывать все детали, малейшие детали, особенно в таком раскладе. Четверка пентаклей – это человек, умеющий все-таки как-то сохранять материальные ресурсы вокруг себя, да, аккумулировать их. Это первое. То есть вы унаследовали по линии матери возможность и талант к тому, чтобы придерживать материальные ресурсы и накапливать их вокруг себя, обрастать ими. Деньгами, землей, домами, драгоценностями. Все держит тут вместе, да. То есть это все важно. Почему это важно для семьи? Ну, вы сами понимаете, наверное, что каждый человек чувствует себя уверенным, если у него хоть что-то имеется за душой. Если у него ничего нет, это он должен обладать очень высоким уровнем духовного развития, чтобы чувствовать себя уверенным и не имея ничего. Чаще всего человек чувствует себя сразу ущербным, понимаете? А когда вы можете, все-таки у вас есть такой талант, возможность, да, или как, ну, просто положительное качество, сохранять вокруг себя вот это все, то значит, соответственно, всей вашей семье вы делаете плюс положительное, да? То есть вы приносите положительную энергию. Да, может показаться, что человек на карте жадина, но мы обсуждаем здесь именно положительные качества, которые вы унаследовали по линии матери, а не отрицательные какие-то. То есть не жадность, как отрицательное качество, да? А именно умение аккумулировать вокруг себя материальные ресурсы. Ну, также их приносить, зарабатывать, не только сохранять, а еще и именно добывать. Дальше. Крест, он здесь не просто так. По линии матери вы унаследовали все-таки умение молиться, умение верить в Бога, все-таки иметь вот какую-то одну установку, как говорится, одну такую вот, ну, один вот такой вот, как сказать, может, моральный устой, что ли, что вот надо верить в Бога, надо, там, не знаю, допустим, по праздникам ходить, там, не знаю, в церковь, да, или еще что-то. То есть вот у вас традиция какая-то в семье, скорее всего, была всегда по линии матери, что вот молиться, совершать какие-то обряды на праздники, может быть, там и на семейные торжества, и вот все такое прочее, может быть, заниматься немножко благотворительностью или какими-то добрыми делами во имя Бога. То есть вот в этом здесь, конечно, хорошо, да. Ну, вот такая карта по линии матери у вас положительная. Сейчас я тут немножко посмотрю, как схема ложится. Вот так вот, значит, надо сюда ложить, да. Класть. Сказала бы моя мама. Как ты можешь? Так, дальше, значит. Какие отрицательные? Что отрицательного, да? Какие отрицательные качества, может быть, или что отрицательного вы унаследовали по линии матери? Что отрицательного? Тут прям карты падают, но я их не буду уже переворачивать, их тут много выпало. Так, что отрицательного? Ты смотри, не идет, сопротивляется, да? Ага, 7 кубков. Ну, вот тоже у нас тут, видите, такой момент, как много иллюзий разных, видений, иллюзий. Вот, допустим, у человека есть способность, там, не знаю, видеть что-то, да, но он не знает, как ей совершенно распорядиться, правильно? У вас есть какие-то дары по линии матери, там, ну, в плане
сильная вера, способности, может быть. Но при этом вы не знаете, как этим пользоваться. То есть вы боитесь себя. И, соответственно, это отрицательное уже качество. Когда человек своих собственных талантов, способностей как-то побаивается, еще особенно если он что-то предвидел, а оно сбылось, и начинает человек как-то вот даже избегать этих моментов. Вот, это во-первых. Во-вторых, по семерке кубков это впадение в иллюзии, то есть могут быть какие-то зависимости унаследованы по линии матери, также могут быть какие-то негативные пищевые привычки. И верить обещаниям. Ну, то есть, когда человек верит чужим словам, а второй врет, да, ну, то есть, вам дают какие-то липовые обещания, да, совершенно, или там аферисты пытаются вас там разводить, или еще что-то. Мужчина врет женщине, например, а она вот в уши развесила и верит. Вот по женской линии, по линии матери, неважно, мужчина вы или женщина, вы можете быть слишком доверчивым человеком в каких-то вопросах, особенно в вопросах любви, и доверять тем, кто вам обещает там золотые горы, но никогда этого в итоге не делает. То есть это может быть настоящий удар по личной жизни, которая совершенно в итоге не складывается, потому что семерка кубков реально карта иллюзий, то есть ты всегда влюбляешься не в того, кто этого вообще в принципе-то достоин, понимаете? Так, что положительного вы унаследовали от своих предков по линии отца? Тройка мечей. Вообще, вот смотрите, тройка мечей сама по себе карта отрицательная. Вы можете быть обижены сейчас, обижены именно на свой род по линии отца. У вас может быть на него обида. И те положительные качества, которые передаются вам по линии отца, вы можете даже подсознательно блокировать просто из-за того, что вы на них обиделись. Вы чувствуете себя обездоленным человеком по линии отца. При этом, конечно же, карта говорит о том, что вам передается умение врачевать. Особенно, если бы вы воспользовались дарами по линии отца, то, например, стали бы врачом, хирургом, ветеринаром. Если вы это сделали, то есть пошли в медицину, или хотя бы в психологию, в психотерапию, тогда вы приняли наследие рода. Но если вы не пошли по медицинской части, там хотя бы медсестрой не стали или медбратом, или еще что-то хотя бы косвенно связанное, судмедэксперт или еще что-то, да, то значит вы не приняли наследие своего отца, и значит вы действительно обижены, хотя в роду там, скорее всего, были медики. Угу. Дальше. Что отрицательного вы унаследовали по линии отца? Шестерка пентаклей. Вы знаете, по линии отца отрицательного это может быть высокомерие по отношению к другим людям. Вот судя по шестерке пентаклей, если ее в отрицательный смысл ставить, она у нас всегда покажет, что человек может, допустим, быть начальником, но злым. Или очень высокомерно относиться к тем, кто ниже по статусу, по возрасту, обладает не теми качествами, что и ты в жизни, да, там беден, там еще что-то. Очень высокомерно можете относиться. Это передается вам по линии отца. Причем, еще раз говорю, что если вы обижены на этот род, вы могли не принять ни положительного, ни отрицательного, или только отрицательного. Вот проанализируйте этот момент. Когда человек обижается с детства на свою родовую линию, часть или полностью блокируется. Причем абсолютно всего, что там есть. То есть не хочу я с вами иметь дело, да, все блокируется, все блокируется. Или хотя бы, если вы сомневаетесь, ну вот что, может быть, что-то и хорошего было, да, то частично может блокироваться, именно частично. Хорошо, какой талант вы унаследовали от матери? Так, сейчас посмотрю, как схема дальше ложится, там сложно. Какой талант вы унаследовали от матери? Ага, шестерка жезлов. Все-таки это дар победителя.
и причем человека с очень высокими лидерскими качествами. То есть, ну, человек может быть настоящим хорошим руководителем, там, директором, начальником, хозяином бизнеса. Вот. И это действительно дар, талант, когда ты можешь вести за собой людей. Ну, политиком, например, можете стать. Или просто там, ну, не знаю, там, даже какой-нибудь звездой, там, ведущим, потому что он ведет за собой, ведущий, да, он управляет аудиторией. Вот. И также вообще любой военный талант, любой талант, связанный, допустим, ну, с тем, чтобы там, выигрывать на соревнованиях, побеждать хоть в чем, в любых конкурсах. То есть иметь волю вот эту к победе и идти до конца, несмотря ни на что. Вообще шестерка жезлов, дар победителя, всегда говорит о том, что человека так просто не согнешь, да? Его сломить дух практически невозможно. И это вы унаследовали по линии матери. Теперь по линии отца какой талант вы унаследовали или могли бы. Пятерка пентаклей. Видите, у вас какие отрицательные карты падают по линии отца. Ну, честное слово. Второй раз уже указание идет, что, скорее всего, блокирован этот талант, любой по линии отца, или их вообще блокировали проклятия по роду. Однако мы здесь все-таки видим дар. Тут, видите, таро отражений, немножко другая трактовка, чем у классической колоды. И поэтому, опять же, дар быть, там, допустим, психологом, психиатром, целителем человеческих душ, может быть, каким-то религиоведом, священником. То есть талант вот такой, именно, ну, выслушать кого-то, понять, разобраться в ситуации. Опять же, это может быть адвокат, прокурор, судья, там, разобраться в ситуации, да, чтобы человек как-то мог прийти в себя после стресса. Ну и врач тоже здесь подходит, естественно. Врач-психиатр очень сильно подходит. Дальше. Кстати, еще благотворительность. Вот талант вести какие-то благотворительные организации, да. Дальше. Ваши предки хотели бы вам дать этот совет до конца вашей жизни. То есть наследие рода, совет, сообщение до конца вашей жизни. Давайте посмотрим. Карта мага. Очень интересно, потому что это мощная карта. И ваши предки, по сути, они хотят вам сказать до конца вашей жизни, дать вам совет, чтобы вы всегда оставались, первое, с собой, во-вторых, были лидером, третье, созидали вокруг себя, а не разрушали, да? И они вам посылают вот такой мощный импульс, что, возможно, в вашей жизни должен появиться кто-то, кто рассеет тучи вот, и сомнения. И, возможно, за этого человека стоит держаться, как за мачту корабля в шторм. Вот что-то такое. И ориентироваться на него, как будто бы на маяк в жизни. Вот. Либо этот человек уже появился, вы его видите как для себя, как некий вот этот маяк, да, либо он появится. И, соответственно, духи рода, они хотят, чтобы вы держались вот за эту мачту. И были сильным человеком, мощным человеком, все время созидали, все время старались что-то свое придумать, вот, свои таланты реализовать, может, магические способности, маг, да, магические способности, чтобы вы изучили силу 4 стихий. И, конечно же, они говорят, ты многого в жизни добьешься, ты будешь долго жить, у тебя все получится в жизни. Потому что карта мага — это очень мощная карта. Мол, у тебя еще все впереди, да, у тебя еще много достижений впереди. Вот они и так считают, что даже если вам, не знаю, 60 лет там, или 70, у вас еще будут в жизни многие достижения какие-то. Вот. И духи рода-то посылают вам, что сообщение, что будь собой, всегда будь собой, подчеркивай свою индивидуальность. У тебя могут быть
классные, продуктивные идеи, да, или какие-то проекты хорошие, или вот что-то создать ты можешь, гениальное, может быть. Поэтому просто поднимай гордо голову, держись за свою мачту, иди вперед. Ну, вот такой ответ по первой позиции. Вообще интересный такой расклад получается. Прям ну, раскрывает самую суть, да? Так, давайте посмотрим теперь вторую нашу позицию. Наш снеговик. И, значит, первая карта. Это что положительного вы унаследовали от предков по линии матери. Так, двойка пентаклей по линии матери. Ну, тут у нас настоящий такой, не просто фокусник, тут настоящий маг изображен, только вот не как на карте маг, да, а такой, знаете, вот, ну, как говорят, факир или кто-то такой, который может действительно вот что-то своими энергиями вот делать, там, огонь из руки высекать, там, держать шар, как на расстоянии от себя, да. Ну, интересно, то есть владеет как бы своей энергией, что-то делает, что до такой степени, что даже как вот предметы может перемещать в воздухе. И получается, что, конечно, это какие-то положительные магические способности вы унаследовали все-таки, да, по линии матери. Именно не как талант, а как вот что-то для вас естественное, как ваше положительное качество, создавать некое волшебство. Это может быть волшебство пространства, ну, то есть, когда ты, там, не знаю, уют в доме создаешь, да, вокруг тебя всем хорошо. Это может быть волшебство какой-то работы, деятельности, когда все удивляются, как у тебя это получилось. А может быть, ну, допустим, просто вот занятие эзотерикой, магией, то есть уже, ну, как-то более близко, да, именно к самой магической практике. И человек может быть просто или энергетически такой вот, да, вот весь, что люди к нему тянутся как магнит. Он привлекает людей, вокруг себя создает пространство, да. Либо он, правда, занимается какой-то эзотерикой, вот, ну, любой эзотерической наукой. Поэтому здесь вам, естественно, что положительного передается по линии матери, это какие-то магические способности. И вот это умение создавать вокруг себя, да, вот это окружающее пространство волшебное. Ну, я считаю, что карта очень хорошая в этой колоде именно, да, то есть умение жонглировать пентаклями. Это умение приходить в равновесие в любой истории, в любой ситуации и показывать себя с такой стороны, что люди начинают быть очень расположены к вам. Хорошо, а какой минус? Что отрицательного, да, вы унаследовали по линии матери? Карта суд. Суд. Это вы унаследовали по линии матери тяжелую карму. Ну, вам это надо просто понять, осознать, принять, что, значит, по роду были какие-то такие поступки нехорошие, да, у вашего рода, да, у членов вашего рода. Или что-то еще произошло, и проклинали, да. И, соответственно, ну, каждый из, ну, кто рождается, отрабатывает. Но душа, она сама выбирает, где ей родиться, в какой семье и где что отрабатывать, поэтому обвинять тут никого не стоит. Вот там предки виноваты, они там нагрешили. На самом деле, когда мы совершаем ошибки, вряд ли кто-то из нас этого хочет, потому что у человека божественная природа все-таки изначально. И, по сути, Бог, он нейтрален, он не добрый, не злой. И человек когда-то в своей трансформации придет к этому, что тоже познает добро и зло и не будет ни тем, ни другим. Поэтому то, что с нами происходит, что хорошее, что плохое, это все по сути, ну, одинаково, это просто опыт. Но сейчас у вас, скорее всего, трудная жизнь, трудная судьба. При всем при том, что вы очень интересный человек, но вам пришлось проходить много испытаний. Эти испытания вам достались по линии матери. И это именно то негативное, что вам досталось. Какой минус? Минус – это ваши испытания, трудности в жизни. Откуда они берутся у человека? Вот как он вообще зарабатывает свои испытания? Он может совершать ошибки с помощью своего дурного характера. То есть с детства он был взбалмошный, в подростковом возрасте, там, допустим, да, мог быть сорвиголова или еще что-то.
безбашенный абсолютно. Ну и в итоге наживать себе как друзей, так и врагов. Соответственно, вести какой-то неправильный образ жизни, куда-то затянула компания или еще что-то. И так потихоньку, то какая-то уличная жизнь беспризорная, то еще как-то. Кто-то вообще в детдомах оказывается. Ну вот кто как, но проходят кармические испытания именно благодаря каким-то будто бы неправильным поступкам, ну, своему характеру или еще как-то. Умел бы ты договариваться, да, там тебе сказали не кури, не куришь. Сказали не пей, не пьешь. Сказали иди в кружок умелой ручки, пошел в кружок умелой ручки. Так ведь нет. Тебе же сказали не пей, ты пьешь. Сказали не кури, ты куришь. Сказали под заборами не шляйся, ты шляешься. Да? Ну вот почему кармические испытания? Ты же и так бы себя ведешь, чтобы они получились. Вот. Бывает, человек себя так не ведет, но ему там болезни насылаются, еще что-то. Ну, значит, у него порода такие отработки, да? То есть, сами понимаете, все равно как-то вот оно вот так кривая выводит к этим испытаниям. Хорошо, что положительного вы унаследовали по линии отца? Луна. Это очень интересная карта. На самом деле вы можете полностью быть проницательным человеком и эмпатом, то есть чувствовать чужое настроение вот прям от и до, во-первых, или там внутреннее состояние, во-вторых, улавливать прям, да, волны от других людей, то есть их намерения к вам. И, естественно, Луна — это очень мощные магические способности, опять же, да, то есть у нас не только по линии матери, но и по линии отца. Мощные магические способности — это какое-то ясновидение, яснознание, может быть, вот так. И даже, опять же, целительство. Целительство даже не обязательно тел, но чужих душ, чужого подсознания. Человек может очень хорошо расковыривать это подсознание, может стать, допустим, там, не знаю, психологом, психиатром, не каким-нибудь невропатологом. Ну, невропатолог, он что, он инсульты всякие там разбирает, это хондрозы, это ерунда. Ну, хотя косвенно эта профессия тоже связана с этим все равно, потому что когда у человека там такие страшные болезни появляются, ну, там и с психикой проблемы появляются тоже, вот. И таблеточки-то нужно уметь выписывать, да, или там капельницы. И видите, ну, большинство по Луне, конечно, это просто экстрасенсорные способности, да. То есть человек может читать там, не знаю, будущее, мысли, считывать у человека, у другого там. Может быть, какие-то его блоки в подсознании видеть, выковыривать, там, говорить, что ему сделать. Вот. И также, да, у него есть способность вот стать каким-то из этих, там, не знаю, медиков, там, или там, ну, хотя бы психологом, который разговаривает, что-то тоже, опять же, из подсознания выковыривает. Но тут, я вам так скажу, это не какой-то гениальный медик, это скорее медик, который умеет поговорить с другим человеком. Вот раньше врачи лечили словом, да, вот тут то же самое. То есть такого врача могут кто-то называть, ой, какой хороший гениальный медик, но на самом деле это не такой вот не ученый по Луне. Это не ученый, это именно вот умеет поговорить с другим. Вот. Потому что медики тоже разные бывают. Ну тут да, талант вот такой вот эзотерический больше, конечно. Ну не талант, а именно положительное качество, что умеет человек много чего там, ну вот такого знать, что другие не знают. Может знать, что другие не знают, да. И отрицательного, что по линии отца. Императрица. Ну, понимаете, императрица, если по ней смотреть какие-то отрицательные качества, может вообще сказать, что вы по линии отца отрицательных качеств не унаследовали, да? Но может такое быть, что была в роду какая-то женщина, у которой было много отрицательных качеств, и вы их просто унаследовали все, например. Ну, просто идеально на нее похожи. И по положительным качествам, и по отрицательным. Вот, да? Женщина по линии отца, там бабушка, например. И, может быть, еще императрица давать, допустим, слишком сильную гордыню, вот, когда ты, мол, выше других, когда это ты начальник, тут, а не кто-то, да, или там это ты тут весь богатый, а все остальные там, ну, вообще бедные, там непонятно какие.
То есть вот это какая-то гордыня может быть по линии отца. Но со временем, я думаю, по линии матери то, что происходило, пообтесало эту гордыню и все. Вот. Но я так чувствую, что маловато плохого по линии отца, а тут больше именно вот как что-то такое вот мистическое. Прям мистика какая-то идет, что вот какие-то мистические способности. Какой талант именно, какой талант вы унаследовали по линии матери? 7 пентаклей. Ну, вообще по 7 пентаклей талант — это, естественно, как вы знаете, да, все эти травы, садоводство, деревья, там цветы выращивать. Дальше второй талант — это у нас, естественно, зарабатывать деньги и уметь при этом ждать, когда ты сможешь сорвать большой куш. Ну, то есть, там, допустим, строить карьеру, именно строить карьеру. То если человек такой пошел работать, да, вот по линии матери у вас есть прям такой талант, что если человек пошел работать, он карьерист, он строит карьеру и умеет ждать, когда ему, наконец, перепадет руководящее кресло. Вот. И также это талант проявлять терпение к чему-то. То есть каждый человек, который что-то выращивает, он имеет способность ожидать, когда оно вырастет, и терпеливо ухаживать, да. Вот вы можете так относиться к чему угодно и вырастить очень что-то хорошее. Ну, например, ну вот взять фирму, да, вы открыли фирму. И человек, который не умеет ждать, у него нет таланта такого, да, ждать. Он эту фирму через полгода бросит, закроет, потому что побрыкался, она не принесла очень быстрых по щелчку пальцев результатов, он ее бросил. Вы же никогда в жизни не бросите, то есть если вы откроете фирму или магазин, вы проявите терпение и будете уметь ожидать, когда там, через несколько лет и клиентура вся наработана будет, и очень хорошие обороты пойдут, и уже хорошие деньги пойдут. То есть вы проявите заботу. Какой талант вы унаследовали от вашего отца? 10 кубков. Это талант быть добрым человеком, который умеет помогать, и также ценить свою семью. То есть талант ценить свою семью. Ну, 10 кубков — это также может быть талант обретения гармонии внутри, в любых обстоятельствах, даже самых сложных. То есть выстаивать в любых трудностях, да. И вообще, сама по себе эта карта, она очень светлого человека карта. То есть у вас могли быть в роду по линии отца много светлых людей. Не все, но много. И, кстати, набожных, которые действительно могут приютить кого-то, знаете, вот как-то так. Пойти в церковь помогать там, или в мечеть, или еще куда-то. Какие-то, может быть, совершать там даже паломничество. Или, может быть, волонтерами там могли когда-то работать. Ну, там с другим словом, тогда это другим словом называлось просто. Но в любом случае жить и радоваться, любить этот мир, это тоже талант, это тоже дар. И вот у вас по линии отца от светлых людей передается, конечно, это. Вот именно быть светлым человеком, добрым, хорошим человеком. Ну и да, любить свою семью. Я не говорю, что ваш отец любил вот свою семью, это не обязательно. Ему могло не передаваться это, или даже, ну, знаете, просто была трудная судьба там, или еще что-то, потому что, ну, многие сейчас могут написать, а мой отец не любил свою семью. Но это могло передаваться там от бабушки к внучке или еще как-то, да? Хорошо. Ваши предки хотели бы давать вам, давать вам, вот как, дать вам этот совет до конца вашей жизни. Наказ вашего рода, да? То есть мы обсуждали здесь наследие рода, сейчас будет наказ вашего рода до конца вашей жизни. Король мечей. Ну, вы знаете, здесь идет наказ рода. Во-первых, по поводу мужчины. Вот вы знаете тоже, если соединять вот линии рода, да, там вашу, еще чью-то, они как будто бы совещаются, примут они друг друга или нет. И вот есть, скорее всего, в вашей жизни какой-то человек, неважно, мужчина или женщина,
которого надо принять, потому что вот ваш род так хочет, да, чтобы приняли его в семью, во-первых. Во-вторых, значит, король мечей — это стремись к тому, чтобы властвовать и быть справедливым человеком. Неважно, там, как руководитель или, может быть, как там хозяин бизнеса или хозяин просто в семье, в своем доме, но старайся быть главным человеком или там старайся добиваться власти, потому что у власти ты будешь честным человеком и, соответственно, сможешь много чего хорошего сделать в том месте, где ты властвуешь. Неважно, твой это дом, на работе ты властвуешь или у себя в городе ты мэром стоишь там, да. Но, конечно, больше всего король мечей стремится к политике, к тому, чтобы быть в политике. Если вас вдруг тянет к политике, то, значит, духи рода, они вас туда толкают. Если тянет к тому, чтобы быть дисциплинированным, хорошим руководителем для кого-то, то тоже, ну, значит, духи рода этому способствуют. То есть вы должны почувствовать, к чему, да, почему король мечей. И вот видите, король мечей, он никогда не сдается, он такой жесткий. Мол, добавь жесткости, но не в свой там характер по отношению к другим людям, а к себе. Ну, то есть спуску себе не давай, дисциплинируй себя, старайся, вытаскивай себя из трудностей, из любых, прояви силу воли, характер. Вот что-то такое. Потому что ну, бывают такие испытания у людей, да, что им хочется сдаться. И король мечей, да, как наказ рода, это сразу же никогда не сдавайся, никогда не сдавайся. Иди вперед, несмотря ни на что, верь в себя, верь в свое будущее. Вообще короли мечей долго живут и могут быть вот такой кремень, знаете, человек-кремень, которого ничем в порошок не сотрешь, как ни пытайся, да? Человек прям камень такой, мощный, скала. И вот будь этой скалой непоколебимой ни в своей вере, ни в своих суждениях. Тебя невозможно переубедить, ты знаешь, где правда. То есть вот в духе вашего рода они знают, что вы лидер, и что вы можете нести правду на себе, и никто не сможет эту правду с вас стряхнуть просто. Вот. Может быть, вы там, не знаю, судьей станете, да? То есть задумайтесь, вот почему король мечей. Ну, вот такой ответ по второй позиции. А мы идем к позиции номер 3. Наследие вашего рода и наказ рода. Для вас ангел. У нас тут ангел. И первая карта – это что хорошего унаследовали по линии матери. Влюбленные. Но, конечно же, хорошего мягкость. Причем, вы знаете, такая дружелюбность, дипломатичность, добрый, хороший, покладистый характер. Скорее всего, вот так. Более того, конечно, влюбленные – это человек любит этот мир, любит людей, жизнь свою любит. И просто влюбчивый человек может оказаться, слишком романтичная натура. Но никогда такой человек не пойдет против себя, не будет продаваться за деньги. Ну, не сможет он идет по пути своего сердца, он такой вот мечтатель. И он все-таки, ну, настолько добр, что, ну, не сможет, чтобы его там использовали, да. Поэтому по линии матери вы унаследовали вот очень покладистый, хороший характер. Но ни за что не будете никогда менять свою любовь на деньги. То есть все равно будете, допустим, если люблю, буду с человеком, не люблю, не буду. Ну, то есть вот так, все равно скажу правду. Вот. Сказать, что вы там идеальный, честный человек, я, конечно, не могу, но вот в плане чувств, наверное, все-таки скажете правду. Там, не выйдете замуж, не женитесь ради денег и так далее. То есть это вот у вас по линии матери именно передается как положительное качество. Ну и вот такая дипломатичность прям. То есть умение договориться хоть с самим чертом. Хорошо, а что отрицательного по линии матери? Король кубков. Ну, вы знаете, во-первых, это может быть, что выпивали в роду. То есть отрицательного по королю кубков может быть, да, что алкоголики были в роду по линии матери. Это наследие все равно есть. Я не говорю, что вы пьете, но склонность может быть, во-первых. Да, такие наследственные болезни, как называется, да.
Потом что еще? Ну, по королю кубков действительно могут быть и другие наследственные болезни, связанные с обменом жидкости в организме. Ну, почка, например. Вот. Потом что отрицательного еще? Ну, истеричность, плаксивость может быть по королю кубков. Потом, значит, когда человек, ну, манипулирует с помощью того, что знает хорошо психику других людей. То есть король кубков очень проницательный человек, интуит, но он использовать может это в своих целях, да. И тогда он пользуется другими вот в том плане, что, допустим, когда идет скандал, там, да, ссора, склока, может сказать самое обидное, и использовать, да, козыри такие, вот, которые сам подобрал против этого человека, что вот на всю жизнь аж запоминается фраза. Ну, есть такие черты у людей. Бывает такое, что цеплять можете вот за самое живое, за самое больное место, что ли. Это вот тоже как, ну, такого своего рода манипуляция, я считаю. То есть, когда вам делают как-то больно и плохо, вы можете сделать больно и плохо втройне всего одной фразой. Одной какой-то цепляющей фразой. Даже, может, не орать, а сказать что-то очень больное такое. Так, теперь по линии отца. Что положительного вы унаследовали? 9 пентаклей. Умение зарабатывать и сохранять деньги. Вообще привлекать деньги, становиться богатым человеком. Все равно это в наследии рода у вас есть. По линии отца. Стремиться всегда к тому, чтобы были деньги. И стремиться к процветанию своим трудом. Вот видите как? Вам проще заработать самостоятельно, чем жить за чей-то счет. Понимаете? И при этом, да, вы себя чувствуете, когда у вас есть деньги, уверенно, хорошо, спокойно. Вообще, по линии отца, по 9 пентаклей, вы также могли унаследовать спокойствие, да, такое внутреннее непоколебимое спокойствие в некоторых вопросах, особенно в вопросах занятости. Ну и любовь к дорогим вещам, к элитным вещам, да. То есть не будете вы покупать китайскую одежду. Лучше купите хорошую, какую-то добротную, которую можно много лет носить. Хорошо, а теперь что отрицательного вы унаследовали по линии отца? Король пентаклей. Ну, скупердяйство может быть, при всем, что, да, вот тут прям денежная энергия прет, а иногда может переходить в скупердяйство, мол, а я вам всем денег своих не дам. Я себе, конечно, их привлекаю, но вам я их всем не дам. Ну и также ничего бесплатно я делать не буду. Но опять же, это не отрицательное, конечно, качество. Просто иногда больно ранит тех, кто вам там, допустим, близок, кому вы дороги. Ну там, допустим, понадобилось что-то подруге, а вы и ей бесплатно делать не будете. Но я не говорю, что это про вас, я говорю, что это у вас в наследии есть. Приняли вы это или нет на себя, это еще вопрос. Может, вы это и не приняли как качество, да, для себя, сказали, не буду этим пользоваться. Ну и сама по себе карта Король Пентаклей, когда мы ее рассматриваем с отрицательной стороны, да, она может показывать мужчину плохого. У вас двое мужчин выпало с обеих сторон, с линии отца, с линии матери. Они могли себя очень плохо вести в роду, делать гадости. И, соответственно, от них идут народы, что с той стороны, что с другой проклятия. То есть откуда вы получили проклятие по линии матери? Ну, допустим, от дедушки. Откуда вы получили проклятие по линии отца? От отца или от деда, да, или от прадеда? То есть как-то так у вас подрослось, да, что с обеих сторон вот, были какие-то охламоны, которые делали какие-то не очень хорошие вещи, их в итоге проклинали, это проклятие тянется по роду, да. Не было бы их поступков, ну, не было бы ничего этого, там каких-то испытаний, жизненных трудностей, проблем. Ну, понимаете, опять же, это все опыт, все опыт. Опыт должен быть в жизни человека. Без опыта никак, не подобреешь. Так, хорошо, давайте посмотрим, какой талант вы унаследовали по линии матери.
Семерка жезлов, талант отстаивать себя. И более того, доказывать свою, там, не знаю, невиновность, например. Проявлять лидерство, когда это требуется. Также владеть энергией огня. Может быть, совершать какие-то ритуалы с помощью магии огня. И еще это талант все-таки обходить всех своих конкурентов и соперников. То есть оказываться на самой вершине. А это значит, что все-таки из вас мог бы получиться неплохой руководитель. Потому что влюбленная — это дипломатичность и плюс умение все-таки достигать вершины. Значит, это в сочетании с семеркой жезлов неплохой руководитель, да? Хорошо. Что у вас за талант по линии отца? Туз жезлов. Генерировать хорошие идеи, проявлять страсть к своей деятельности, иметь жизненный запал. Опять же, кстати, владеть магией огня или магией свечей. Может быть, даже, не знаю, там заниматься, может быть, зороастризмом тоже это, да, с огнем у нас связано. Ну, получается, что с обеих сторон магия огня присутствует, во-первых. И, во-вторых, туз жезлов — это очень яркая карта. Она показывает, что в жизни такой человек может добиться всего и действительно достигнуть самой вершины социальной лестницы. Ну, по линии отца у вас, в принципе, вообще все очень неплохо, да, такие карты выпали неплохие. Хорошо. Какой наказ рода до конца жизни? То есть какой совет вам хочет ваш род дать до конца вашей жизни? Сообщение смотрим. Повешенный. Вы знаете, это очень такая интересная карта. Вы знаете, что эта карта, она особенная всегда. Потому что повешенный — это чуть ли не святой, да? И, соответственно, наказ рода здесь связан с тем, что, мол, смотри на все иначе, чем другие люди, во-первых. Во-вторых, умей жертвовать собой ради самой высшей цели. Потому что если ты не пожертвуешь собой, у тебя ничего не выйдет. Жертвуй как силами, так и временем. И постарайся... У тебя есть цель, постарайся достичь ее во что бы то ни стало. Тем более, что у тебя есть к этому сила воли. Получается, что наказ рода здесь в том, что у вас есть что-то, к чему вы идете сейчас, и вам в жизни это явно пригодится до конца жизни. Но как будто не хватает последнего рывка. И вот совет вашего рода, наказ вашего рода, мол, добейся этого во что бы то ни стало. Соверши этот последний рывок, пожертвуй, может быть, даже, не знаю, многим, всем, но добейся этого, потому что тогда ты будешь на самой вершине, и именно тогда ты обеспечишь себе до конца жизни именно счастливую, обеспеченную, хорошую, там, не знаю, замечательную, лучшую жизнь, какой ты мечтала или мечтал. Без жертв не обойдется, говорит ваш род, но оно того стоит. То есть вот об этом здесь идет речь, это однозначно. И вам нужно понять, о чем тут они хотят сказать, что это за цель, к чему вы так идете мощно. И вдруг вы что-то уже хотите отпустить. Вот как представьте, что вы стоите на краю скалы. Ваш любимый человек висит над пропастью. Вы держите его за руку, да, за руку держите этого человека. И вот уже соскальзывает рука. И вот если бы стояла речь о том, чтобы потерять его, он упадет вниз, или приложить максимум усилий, даже, как сказать, пожертвовать всем, даже собой, может быть, рискнуть и применить вот все, что только можно, чтобы остаться, чтобы он остался, чтобы его удержать. И вот, значит, наказ рода был бы именно вот так, что удержи его во что бы то ни стало, да? Вот он падает со скалы, ты удержи во что бы то ни стало. То же самое хоть с чем, чего вы добиваетесь. Вы готовы это отпустить, вот эту руку отпустить, и чтобы оно улетело вниз, а этого делать нельзя. Потому что именно это обеспечит вам счастье до конца жизни. Ну, вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал.
ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!